Вредные компоненты в бытовой химии, влияние автомобилей на окружающую среду, природные памятники республики. Темы исследовательских работ были интересны и актуальны. 40 юношей и девушек из Сибая, Баймака, Хайбулинского, Кизильского, Баймакского районов приняли участие в региональной научно-практической конференции по экологии, географии и биологии. Среди них школьники, воспитанники станций юных натуралистов, детских эколого-биологических центров. Я приехал сюда, чтобы проверить себя, свои силы. Может, что-нибудь получится. Я сделал доклад на тему целительной силы природы. Это очень актуальная тема в наше время. Про растение цикорий, которое произрастает в нашей местности. Эта работа была сделана не только я, но мне помогали, с 9 класса девочка помогла. Этого растения у нас много в Целинном. И было интересно, откуда, что это вообще за растение. И в этом году, уже в прошлом году я начал изучать это растение. Оказывается, это очень полезное растение, которое очень влияет на организм. Работа конференции велась в 3 направлениях – экология, география и биология. Доклады участников заслушивали и оценивали кандидаты наук, преподаватели института. Целью проведения нашей конференции является экологическое воспитание школьников, а также выявление одаренных школьников и посвящена вопросам охраны окружающей среды и здоровья населения. Участники конференции выступали с докладами на актуальные темы, отстаивали свою точку зрения, отвечали на вопросы членов комиссии. Подобные мероприятия дают возможность быть в курсе злободневных, научных и практических проблем, обсудить тему исследований с профессионалами и не только. Они учатся работать с публикой, говорить на публику, потому что, по-моему, не секрет, что дети в пределах класса, они просто ответили урок и все, как бы замкнутый какой-то круг. А здесь действительно они учатся общаться с другими учащимися. И это их, конечно, раскрепощает. Умение защищаться, уже защищать свои работы. Но опыта у нас очень много. Поэтому девочка закончила у меня Рафикова Ленира. Я была даже сама вела ее дипломную работу. По птицам начинала она заниматься у меня с 3 класса. Закончила с красным дипломом, тоже наш СИБГУ. Прекрасно. И продолжает эту деятельность, поэтому я очень-очень рада за них. Итоги были подведены в каждой секции отдельно. Участники получили сертификаты, а педагоги – благодарственные письма за подготовку школьников к конференции. Для учителей был проведен мастер-класс на тему организации научно-исследовательской деятельности в условиях современной школы. А участие детей в подобных мероприятиях – это хорошая возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Луиза Мустафина, Радмир Сюнгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.